Нашей республики отраслей. Ну и, конечно же, большие перспективы. Академия наук внесла большой вклад в становление и развитие центра. И ученые Якутии имеют колоссальный творческий потенциал. Мы вам тоже желаем плодотворной работы, творческой работы. И пунктом 7.6 Устава Академии наук Республики Саха-Якутия, Президиум Академии наук Республики от 23 мая текущего года утвержден состав сессии общего собрания. Не пропускает, а всегда активно, плодотворно работает. Давайте биологическим и химическим наукам. И 55 лет отметил совсем молодой у нас академик, ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаевич Николаев и проректор этого ведущего вуза нашей республики Алексей Иннокентьевич Голиков. С научным сообществом, принятие конкретных решений с участием научной общественности, определение приоритетов развития региональной науки, реализации технологических проектов научно-образовательного центра «Север» территории устойчивого развития, программы комплекс научных исследований 2. Всего издано 34 статьи в рейтинговых изданиях. Еще следующий. Учеными Объединенного ученого совета по сельскохозяйственным наукам опубликовано 123 научных статей, получено 2. Уважаемые коллеги, в 2022-2031 годы объявлены президентом нашей страны десятилетием науки и технологий, включающий единый комплекс инициатив, проектов и мероприятий. 8 февраля президент России Владимир Путин выступил на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию Российской академии наук. Президент отметил особую значимость науки в развитии страны. Важным вопросом является подготовка научных кадров, усиление деятельности РАН, рост финансирования науки в целом от 0,5 до 2% от валового внутреннего продукта. Также необходимо отметить, 8 декабря подписано стратегически значимое соглашение об ассоциации региональной академии наук. Мы здесь подписали с региональными академиями наук, национальными академиями республик, это Татарстан, Башкортостан, Республика Саха и Чеченская республика. Цель ассоциации — объединить усилия ученых для решения общих проблем научного развития общества, координации деятельности и реализации совместных научных проектов в сфере научных исследований, согласования научной политики Академии наук, поддержки наиболее перспективных направлений научных исследований и четкими, конкретными, стратегическими задачами, которые вывели Татарстан на передовые позиции вообще Российской Федерации. Президентом страны поставлены цели национального развития до 2030 года и перспективы, которая должна нашу республику сделать из недородобывающей, недроперерабатывающей, выпускающей продукт научного и технологического суверенитета Российской Федерации. Представление названия профессор Академии наук Республики Саха-Якутия для реализации фундаментальных способностей региона, получения новых знаний
Благодарю всех. Я, значит, предлагаю следующее, чтобы вот по вакансии, значит, у нас первая вакансия – это развитие языков народов Севера. Чтобы уважаемая Федосия Васильевна, Надежда Ивановна вышли сюда, и мы могли бы им, вот, глядя в глаза, задать вопрос. Значит, затем по следующей вакансии физико-математические науки и так далее. Вот у меня, в частности, есть вопрос к Федосии Васильевне. Если можно, Федосия Васильевна и Надежда Ивановна, сразу, пожалуйста. Общественности и руководства нашей республики этот центр создан именно в составе Академии наук Республики Саха-Якутия. Поэтому я хочу сказать, что именно расширяется направление деятельности нашей Академии наук. А чем будет заниматься эта академия? В первую очередь, конечно, это прикладные исследования, потому что прикладная филология, да, на основе как языкознание в целом как науки будет отвечать на многие проблемные вопросы именно в реальной жизни. У нас, например, языки коренных малочисленных народов, согласно атласа международного и Российской Федерации Красной книги, да, языки, у нас якутский язык уязвимый язык, да, языки это эвенский, венкийский, юкагирский, долганский, чукотский, которые являются официальными в нашей республике. В каком они состоянии сегодня? Конечно, это изучение состояния, да, это фундаментальная наука у нас этим вопросом занимается, мы знаем. А с другой стороны, это языковое планирование ситуации, реальная ситуация этих языков у нас как в Республике Саха-Якутия. Коротко, пожалуйста, именно ваши основные достижения в области как раз развития языков народа Севера. Если отнести якутский язык, который является основным объектом его исследования, моей научной деятельности, да, естественно, мои научные исследования все посвящены на самом деле развитию и сохранению состояния якутского языка, да. И при этом я наряду с фундаментальными исследованиями стараюсь заниматься и прикладной стороной, прикладными аспектами этой деятельности. Я член правительственной терминологической комиссии, я член комиссии по разработке по разработке и рекомендаций написания на якутском языке дорожных указателей. Это на самом деле большая очень проблема. Все, кто ездит по якутским дорогам, наверное, знаете. Какие главные проблемы сегодня существуют для сохранения родных языков, препятствующие сохранению и развитию родных языков? В первую очередь я хочу сказать, это вопрос демографии. У нас сокращается именно рождаемость с 2005 года растет, а с другой стороны, в целом по стране рождаемость сокращается. Значит, если 199 языков у нас в Российской Федерации изучают, из них 133 на грани, уязвимые и на грани исчезновения. Это очень большой симптом сегодня, над которым мы должны думать, сколько у нас будет носителей, непосредственно представителей, столько и будут у нас носители. Это первое. Второе – это миграционный процесс. А в свое время академик Василий Афанасьевич Ротбек в своей монографии написал: 90-е годы – это миграционный процесс увеличения населения, да, в местности. Это непосредственно 6 раз превышало именно естественный прирост населения, рождаемость, да. А сегодня тоже эта проблема достаточно серьезная, она имеется. Это еще именно стремительный рост технологий. И сегодня, конечно, очень большая опасность именно потери языков, особенно малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока. Но принимаются меры, в частности, на федеральном уровне сейчас разрабатывается, 3 варианта есть именно концепции языковой политики. Очень надеемся, что и там будут
обозначены перспективы именно сохранения родных языков народов Российской Федерации. А у нас, конечно, это 7 языков, которые мы должны именно гарантировать сохранение и развитие этих языков. О научных кадрах и так далее, если говорить, это достаточно долго будет, но с другой стороны, научные кадры тоже мы должны готовить. Спасибо. Первая проблема это не владение или слабое владение родным языком молодого поколения, и особенно детей. И в этом отношении, конечно, нужно работать вообще с населением, с родителями. Родной язык на самом деле это язык материнский. Значит, ребенок должен учиться родному языку в семье. А во-вторых, для сохранения языка нужна внешняя среда. Вот ребенок вышел, сразу на улице название магазинов, название улиц, они должны быть дублированы на родном языке. И во-вторых, и в-третьих, это большая проблема, конечно, нужно активизировать работу государственных органов, то есть активизацию языковой политики, деятельности в области языковой политики. Это не издание каких-то отдельных распоряжений, да, а издание постановлений, как было, например, с постановлением о правописании на якутском языке. Потому что распоряжение есть распоряжение, его можно и выполнять, и не выполнять. А за невыполнение постановлений, конечно, могут следовать какие-то, скажем так, действия. Математической науки, вычислительная математика. Леонид Трофимович Ксенофонтов и наш не менее уважаемый, ну конечно, Василий Иванович Васильев. И Василий Иванович, пожалуйста. Возглавляемый вами, лаборатория, центр. Короче, у вас мощная молодежная команда. Вопрос следующий. Значит, ваша команда какую внедренческую работу в отношении математического моделирования выполняет в контакте с индустриальными партнерами? Это сейчас наиболее актуально. Сейчас время не такое, какое было раньше, при Советском Союзе. Тогда индустриальные партнеры сами искали, кто бы мог им решить задачу. А теперь все теперь решается. Поэтому мы стараемся, например, участвовали в математическом моделировании, когда у нас проблемы возникли со строительством вводом железной дороги до Бестяха Нижнего, и вместе с Институтом международоведения, используя мой алгоритм, наши ребята посчитали, и дорога теперь работает нормально. И еще последнее, вторая очередь, грязь наверху. Там надо было дополнительное здание еще построить. Там тоже с помощью ЯГИС, их данные, мы посчитали, и здание нормально существует. Будут заказы, мы всегда готовы. Мы многие задачи можем решать. Ваша внедренческая практическая деятельность. Добрый день, уважаемые действительно переглянулись. Касательно вопроса, могу сказать, что мы сейчас, то есть мое занятие, в основном имеет такой фундаментальный характер, поэтому мы работаем над программами федеральными, которые касаются области физики, ядерной физики, космических научных, поэтому такой непосредственный индустриальных партнеров как такого не предусматривается. То есть в настоящий момент я заведую установку, которая входит в перечень, федеральный перечень уникальных установок России.
И мы занимаемся, соответственно, вот этими фундаментальными космическими учениями. Спасибо. Вот в природе большинство процессов неравновесны, поэтому они развиваются. И вектор развития – это равновесие. Вот что будет, если все существующие в природе физические процессы, физической системы придут в равновесие? Дело такое философское, можно сказать, что весь мир находится в равновесии, он не может быть не в равновесии. Просто на каком масштабе это все происходит. Какие-то на мелких масштабах, может, ну, какое-то есть нарушение, но потом на более крупных все равно получается равновесие. Такое, это, ну, как бы философский вопрос, поэтому тут такого прямого ответа, наверное, быть немножко. Термодинамическое равновесие, например, в системах, да? Ну, систему берем, конечный объем, и там можем, например, тепло рассчитать. А равновесие это хорошо, конечно, как бы. Везде температура стала одинаковой. Но с другой стороны, мы не учитываем энтропию. А энтропия, когда вот равновесие, она растет, достигает максимума. Значит, надо помнить все эти процессы считать. Ну, до этого мы еще не доросли. Спасибо. Уважаемые коллеги, я бы хотел сказать несколько слов, поскольку вопросы закончились, в поддержку того кандидата, которого мы с Гермогеном Филипповичем рекомендовали. Это доктор наук Ксенофонтов Леонид Трофимович. Только что он перед вами был. Нужно сказать, что Леонид Трофимович... Микрофон ближе. Да, по-моему, не работает. Просто ближе. Ближе. Надо сказать, что Леонид Трофимович, выпускник нашего университета, начиная с студенческих времен работает в нашем институте, и будучи еще молодым, совершенно начинающим ученым, был приглашен для работы в институт, где расширен Макс Планка. Он не раз там был работал там месяцами. Значит, был он также в качестве приглашенного профессора статистики университета. К нему, как к известному ученому, несколько лет назад обратились наши коллеги из Китая, которые сейчас в Тибете создают международную установку по изучению космических лучей Талхаса. Используют там присутствуют американцы, японцы, присутствуют наши коллеги из центральных районов страны. Леонид Трофимович для них обосновал необходимость теоретически изучения и построения там мощной установки. Она строится. Цена вопроса примерно $500 миллионов. Я думаю, никому к нам таким обоснованием еще не обращается. Кроме того, он физик-теоретик, вернее астрофизик-теоретик, занимается фундаментальной наукой. И вопрос к нему о прикладных исследованиях, маленько некорректно, надо понимать. Астрофизика, космических вещей фундамент. Он сейчас в какой-то лаборатории, в состав которой входит единственная на территории Якутии уникальная научная установка, это установка ШАУ. Полученный на ней результат экспериментальный был сравнен с модельными представлениями, которые он развивает. В прошлом году это важнейший результат сибирского отделения, представлено ТАУС по физическим наукам. Кроме того, он не использует пакеты прикладных программ для вычислений. Он алгоритмы и программы пишет сами. Это настоящая вычислительная математика. В этих они с его учителем Евгением Григорьевичем Бережко создали лучшую в мире нелинейную, я подчеркиваю, теорию ускорения космических лучей в остатках сверхновых. Без математики там никуда. Так вот, я уж не помню на какой конференции, они же не только они в этой области знания работают. Американцы на суперкомпьютере Cray, чтобы рассчитать ускорение, признали, что не могли это сделать и должны были 30 лет потратить. Они считали ложь. Наши коллеги создали специальный алгоритм с переменной сетью по импульсу, по энергии, по времени. И за год посчитали на обычных
даже не пейте. Это слабительное. Весь зал стал аплодировать, потому что люди понимают, какие это вычислительные процедуры. А здесь вычислительная математика, он написано. Поэтому мы с Гермогеном Филипповичем посчитали возможным и правильным именно Леонида Трофимовича, который является у нас ведущим теоретиком в институте, представить его кандидатуру на конкурс. Я прошу вас поддержать его. Спасибо. Нашей Академии наук, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, участники общего собрания. Наука, как мы знаем, это беспрерывный процесс. Она всегда двигается. Даже если мы какие-то результаты получили, все равно она потом дорабатывается, улучшается и так далее. В этой связи я бы хотел сказать, что все кандидаты очень достойные люди. И, конечно, может быть, для нас состоит сложность в выборе тех или иных кандидатов. Но я бы сказал бы слово. Я разговаривал с академиком Четверушкиным Борисом Николаевичем. Он, председатель, вернее, заместитель академика-секретаря по математическим наукам и председатель секции по вычислительной математике. Он сказал, что в Якутии он знает очень хорошо вычислительного математика Василия Ивановича Васильева. И его школа, она очень широко известна в России и за рубежом. И с этой точки зрения, на мой взгляд, было бы правильно иметь в нашей академии человека, который имеет известность в Российской академии наук. Но это мое мнение. И, скажем так, с точки зрения новых посылов президента России, тем, что ВАК передается в Российскую академию наук, Василий Иванович, который ведет работу по диссертационным советам, она единственная в Якутии по математическому моделированию, дальше развивалась и была намного мощнее. И в остальном, конечно, я хотел бы пожелать всем удачи, всем кандидатам. Они очень достойные люди. И без сомнения действительно победит тот, кто достоин. Спасибо. Потом второй тур у нас будет, если два кандидата. Да если один кандидат, то все. Если не наберет, выборы в этой специальности считаются несостоявшимися. Кто дает бюллетень? Роман Романович дает. Имеет право получить, да? Да. Подписался на цветочку, да? Почему хотел, не полез, по избранию председателя счетной комиссии. Так, кто за, прошу голосовать действительным членом. Спасибо, коллеги. Кто против, кто воздержался. Республики Саха-Якутия на вакансию гуманитарной науки по направлению развития языков народов Севера. Габышева Феодосия Васильевна избрать 19, отклонить 13, недействительных 1 бюллетень. Дадимова Надежда Ивановна избрать 16, отклонить 16, недействительных 1 бюллетень. Необходимо утвердить. Здесь у нас с вами никто не избран. Математика. Васильев Василий Иванович избрать 22, отклонить 9, недействительных 2 бюллетеня. Ксенофонтов Леонид Трофимович избрать 12, отклонить 20, недействительных 1. Таким образом, по результатам тайного голосования избрать действительным членом Академии наук Республики Саха-Якутия на вакансию физико-математические науки, вычислительная математика Васильева Василия Ивановича. Вакансия сельскохозяйственной науки, физиология сельскохозяйственных животных. Избирался Федоров Валерий Накенч избрать 30, отклонить 3, недействительных 0.
По результатам тайного голосования избрать действительным членом Академии наук Республики на вакансию сельскохозяйственной науки и физиологии сельскохозяйственных животных Федорова Валерия Нагиневича. Кто за утверждение протокола? Кто против? Инфекционных болезней она остается актуальной и по сегодняшний день. Это касается таких инфекций, как грипп, корь, другие вирусные инфекции, гепатиты, ВИЧ-инфекция. Расширяется целый ареал природно-очаговых инфекций, таких как клещевые инфекции, которые сегодня начинают тоже у нас увеличиваться. Да? И возникают угрозы чрезвычайных ситуаций, которые как раз связаны вот с этими инфекционными заболеваниями. Ярким примером этого является пандемия COVID. Поэтому сегодня система реагирования на такие угрозы должна прежде всего быть основана на системе быстрого реагирования, ранней диагностики и, конечно же, на совершенной научной базе. Поэтому очень отрадно, что у нас запланировано в республике строительство новой инфекционной больницы, которая, я думаю, будет очень востребована. И как раз она должна явиться тем связующим звеном между практическим здравоохранением и наукой, потому что деятельность любой клинической службы должна быть основана на научно обоснованных подходах, как в лечении, профилактике, так и в самом организационно-методическом ведении вот всей борьбы с инфекционной патологией. Большую ответственность прежде всего за то доверие, которое мне оказала Академия наук, научное сообщество перед всей республикой, поскольку сейчас я думаю, что борьба с инфекционными болезнями выйдет еще на более другой, новый, совершенный уровень. Есть уже какие-нибудь планы в новом статусе? У нас планируется сейчас расширение дальнейших научных проектов по инфекционным заболеваниям. Это вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, коронавирусная инфекция. Мы сейчас внедряем новые совершенно алгоритмы ведения пациентов с инфекционными заболеваниями. И, конечно же, прежде всего, это научное сопровождение в новой инфекционной больнице. Ханырбынан дағаны коллегаларым дағаны хыналыларынан туғарятын хазлугалақпын, әлбәқ үлелердәқпін. Bir hürün kayıskanı Arktika'nı öğretir, Arktika sosyalnay problemaların, humanitarnay problemalarını öğretir. Kayıskanı tun beyim hürbeçe hıl öğretebin, onu tun araydım da diyekka hep. Ну, я, конечно, считаю, что мое избрание является признанием заслуг нашей исторической науки, в том и моего вклада в его развитие, потому что без малого более 30 лет я работаю на этом поприще. Ну, смею надеяться, что мои заслуги достаточно хорошо известны, и ту роль, которую я сыграла и в организации научных исследований по историческим наукам, в написании фундаментальных работ по истории Якутии, истории Российской Арктики, были по достоинству оценены. И мое избрание академиком, я думаю, позволит, в том числе и Академии, усилить направление, связанное с историческими исследованиями, тем более в настоящее время, как известно, в том числе и на самом высоком государственном уровне развитие исторической науки, исторического просвещения придается самое большое значение. И я предполагаю, что именно в этом направлении я сосредоточу свои усилия в качестве академика и работая в составе Академии наук Республики Саха-Якутия. Спасибо, поздравляем, желаем всего наилучшего. Спасибо. Избрать 22, отклонить 9, недействительных 1. По результатам тайного голосования избрать действительным членом Академии наук Республики на вакансию гуманитарной науки по направлению развития языков народов Севера Камышеву Феодосию Васильевну. Бу тыл хайсқатыгар гуманитарный хайсқаға бастан бу биллериллер академиктарға конкурс. Бу конкурска биге 2 болан кытынны бут. 2 тур болла. Онан сүрдәк кирсиләк дине теканады. Бу кирсиләк тур 2 стүмүгүнен академикка астым. Олинуттан билигин улахамнык мактанабын. Онна инникитин элбэх улахан сыл турар бихеха бу агаяк аксаннах омуктар
тыллара бар боларгар, бу кини тылларын сайыннарарга, элбек кайысқаннан бары бирге бу чинчии өттүгер, терехин өттүгер, методической бу салайы өттүгер, аналитической экспертный үләға бартыгар күске үләлияқпет. Сегодня на общем собрании Академии наук Республики Саха-Якутия я был избран академиком наук республики, за что очень благодарен всем действительным членам за оказанную поддержку. И я всеми своими силами буду добиваться именно развития сельского хозяйства в нашей республике, развития лесного хозяйства в нашей республике, да, так как наша республика все равно традиционное видение сельского хозяйства – это животноводство. И по животноводству у нас в основном, конечно, такие виды животных, как крупный рогатый скот, табунное коневодство и северное домашнее оленеводство, они являются основополагающими, от которого зависит судьба всех коренных народов нашей республики. Поэтому я привожу все усилия для того, чтобы именно сельское хозяйство, агропромышленный комплекс нашей республики развивались, и они были высокотехнологичными. Рад, что избрали меня в состав Академии Республики Саха-Якутия. Ну, надеюсь, я буду полезен для Академии. У меня школа большая, молодых ученых. И мы, какое-то новое течение внесем, я думаю, работу Академии наук. Спасибо. Спасибо. Будем работать еще с удвоенной энергией. Удвоенной. Тем более у нас ребята уже готовят докторской диссертации. И притом не одна будет. Это вот один, второй на подходе. Еще где-то 6 человек. В ближайшие 2-3 года. Академии наук нужно поднять вопрос перед министерством и получить это госзадание обратно. Потому что в те годы мы имели госзадание на проведение всех конференций в республике, которые шли с участием финансирования по линии правительства республики. Вот тогда был и контроль за исполнением решений. Специально комиссии были. Тогда и сама Академия наук выступала в роли интегратора всех процессов научно-организационных, которые были в республике. Я думаю, к этому вопросу надо вернуться.